Чувствуют ли себя как дома или ощущают себя как иностранные студенты? Самурзаканские галские студенты в Агу. Наш приграничный восточный район – это сложная и неподвижная тема. Самурзакан с нелегкой историей и запутанной реальностью. По соседству враждебное государство Грузия, железному занавесу около 30 лет. Я не планирую с вами сегодня провести политическую программу, скажем так. Ну, кто они? Вот вроде бы все в нашем обществе знают о том, что гальские дети учатся в Абхазском государственном университете. Что они думают о своей студенческой жизни, о стране, в которой они живут, о столице, в которой они учатся, и о районе, где они родились и где они живут. И какое будущее планируют для себя. Об этом и многом другом сегодня в программе «Мазейда». Мазейда – слово молодежи. Я знаю, что выпускники гальских школ по-разному планируют свою жизнь. Часть уезжает в Грузию, считая, что это их историческая родина, и там могут реализовать себя. Другая часть остается в районе дома, не поступают, насколько я знаю, в высшие учебные заведения. И третья часть, они выбирают Абхазский государственный университет. У каждого из вас, я так понимаю, своя история и свои мотивы выбора нашего университета. Начнем с очень простых вопросов. Зрителю, который не очень хорошо разбирается в этой теме, может даже показаться, а какие простые, простодушные вопросы. На самом деле, я думаю, что за этими вопросами могут последовать ответы, которые представляют достаточно большой интерес для нашего общества, для наших зрителей. Мне интересно было бы услышать от вас, когда вы в первый раз приехали в Сухум? Первый раз я приехала в 10 классе. Это для меня был в каком-то смысле культурный шок, потому что он кардинально отличается от нашего города. Он, во-первых, более масштабнее, и здесь очень много людей. И сразу глаза разбегались, и хотелось все увидеть, все почувствовать, услышать. Я тогда в первый раз в каком-то смысле услышала абхазскую речь не на уроке, как мы обычно это, а в обыденной среде, так скажем. И мне так стало интересно, о чем говорят, интересно стало, как живут в Сухуми. И, наверное, вот именно в тот день я решила, что я хочу переехать в Сухум. Я не знаю почему. Это сколько вам было лет? Мне было тогда 17 лет. Скажите, да. Вот к этому времени вы куда-нибудь выезжали из Абхазии? Я вообще жила до 14 лет в России. Человек, который с России, и только приехала в Гал. Я не помню свою жизнь в России, как-то я больше помню именно гальский свой период. И приехать в Сухум для меня как-то было это кардинальное какое-то... Переменилась моя жизнь на самом деле. Я стала почему-то по-другому мыслить. У меня появилась цель вот поступить на исторический. Первый раз я в Сухум приехала во 2 классе. Я помню, нас забирали всегда на новогодние праздники, выбирали ребят, и мы приезжали сюда, нам раздавали разные подарки, и мы всегда домой уезжали довольны. Я как-то особенно люблю... Ты училась в городской школе гальской или в деревне? Нет, я училась в деревне, это Первогалская, 2-я средняя школа. И после этого у меня всегда появлялось желание вот приезжать в Сухум. Я очень люблю этот город и вообще Абхазию. Ну, а во 2 классе ты увидела Сухум, и что тебя привлекло, что понравилось? Ну, это, мы знаем, что у нас неописуемая просто природа, и были актеры, которые просто шикарно играли, и нам было интересно, и у меня всегда появлялось желание дальше тоже приезжать в Сухум. Мое первое знакомство с городом Сухум состоялось, когда мне было
лет 7-8 мы с семьей приехали. Это было летнее время, и тогда я впервые впитал весь этот курортный колорит города. Мне очень понравилось. Мне понравилось то, как он меня встретил. Было такое время, было настолько тепло, вот, настолько вот настроение летом. Мне понравилось все настолько сильно, что с тех пор у нас в семье сложилась традиция, что мы каждое лето едем в Сухум. А в какой школе ты учился? Потому что у тебя русский такой свободный, а? Я учился в Гальской первой школе. Это в городской? Да. Ага, хорошо. Мое первое знакомство со столицей состоялось еще в детстве. Меня часто забирали у нас из школы на новогодние праздники, как отмечалось ранее. Также забирали на как бы экскурсии разные. И мне было интересно, интересен познать язык абхазский, потому что было настолько интересно, о чем говорилось ранее. Вот. Не знаю, я с 5 класса решила, что буду поступать сюда учиться. Хотела поступать на иностранные языки, так как думала там... Прямо с 5 класса уже? Да. Вот. Думала, там буду обучаться абхазскому тоже, и буду свободно так же, как и вы, разговаривать на этом языке. Но потом планы изменились. Я сюда пришла, когда мне было 17 лет. При вступительных я здесь давала экзамены, и в итоге мне здесь очень понравилось. То есть до окончания школы в Сухуме вы не были? Нет. Первый раз вы приехали, Да. когда поступали? Да. Угу. И мне очень понравилось с первого раза. И я решила поступать в биологический факультет. С детства от родственников мы приезжали сюда к родственникам, так что с малых лет уже как бы с этим городом знакома. Уже потом, в 2018 году, когда я уже решил поступить после окончания школы в Абхазский государственный университет, вот потом уже как бы к этому городу больше и больше начал привыкать. И вот здесь мне что самое главное нравится, это наличие таких исторических мест, которые, допустим, на набережной. Такие исторические места, Абхазский музей этнографический тоже, на первом курсе я посетил, имел возможность посетить. Так что, думаю, это очень такая хорошая возможность с абхазской культурой более, как сказать, глубоко познакомиться. Я, с малых лет, с детства мы всегда с семьей ходили на нашу прекрасную столицу. Всегда любила Сухум. Не знаю почему, всегда выделяла этот город. И я с 16-15 лет я решила поступить сюда. Я поступила сперва в музыкальное училище, где я сейчас в 4 курсе, но всегда интересовалась владеть абхазским языком. Я 4 года здесь жила, очень много друзей появилось у меня, и поэтому завладела немножко языком, с школы тоже занималась, поэтому я решила поступить в ВАГУ. Мазейда, Ачар Ража. Здесь в основном сидят, насколько я понимаю, историки, филологи, биологи и один экономист, да? И интересно, как это решение принималось в семье? Вы, наверное, обсуждали перед окончанием уже, куда поехать, учиться, на какой факультет поступать? С 10 класса я решила, что поступлю на исторический, потому что мне нравилась история, и тем более история своей родины. Но я это никому не говорила, о моем решении даже мои родители узнали в день, когда я поступила в АГУ. Никто об этом не знал, потому что меня все отговаривали в том смысле, зачем исторический. Все хотели, чтобы я стала медиком, а я не хотела медицинский категорично, но со всеми соглашалась, да, я пойду на биологический, биохим, потом на медицину и дальше. Но на самом деле я пошла в АГУ, сдала документы и сказала, что на биологический. И когда поступила, уже сказала: мама, папа, я историк. И уже с этим уже ничего не поделать. Такая самостоятельная девушка, родители перед фактом сразу поставила. Хотела изучать. И на самом деле за 2 года обучения ни разу не пожалела, что поступила на исторический. Мне интересно изучать историю. И с 1 курса я решила, что пойду на специальность истории Абхазии. Это безоговорочно. Я хочу изучать и исследовать историю Абхазии. А Акакий, про него чуть-чуть я знаю. Я слышала про него. Акакий
Званбая, который, в общем-то, Званба Аджанба, да, знаю его такую непростую вот историю. Скажи, пожалуйста, как ты оказался на Абхазском филологическом факультете? Ну, Ишвасфаре, бре на занат, бзе избонна, бре санхучиз зинаркана, абсобез. А школа Батаз? Галазарасун. Галпи обжарат пе, ну, обжарат пе школ салги, дайбет пе школ салги сара. Апсшва бала хавоз? На апсшва санду илдырвана бызшва ибзиан. Ванду илдырвана. Санду слацовжвани харазек. Ну, уя, навина сана аз, на катар сана аз, усхан санду слацовжван. Ванду илыжлаз? Санду тхахубия пхан. Дапсун? Хахубия. Дапсун, усуми? Ай. Ну, сатазам иштахан. Ай. И как бы шпасфаре обрезанат, бзе избон нас арзавряет, ну, арзави занат, сасахан, шпасфаре падуя кусот, бзе избод обрезахан, ну, винески жа шуксазы, ну, школ саналга гисизбет, ну, абсуахан, ткад университет хсталарц. Онай факультет ачин шпарадырковые. И шпасфаре обре, акпи курс, хуче гавадавира квасама, обре безшазахан, ханас, Швасхой, ну, и хайбзена сварвар салгид. Збан зарабраса, ну, абра, ну, иснаги бешваса хавитсак, пшамукша зигипса швала и сварвар обрезахан. Ну, что филолог свашажу зарабхат мамзар, хагис им шажу расоп. Уже галан пиваназен забезфеузем дервазер и узцом угяна гоя браха. Ну, напсу бешва, и швасхой, ну, и мариадзама бешва цараха. Ну, выве жил хараима зара интересима зара изот хасо. Избан зара, ну, авад на Китай бесферцот. Я учусь на экономическом факультете, у меня сестра училась на экономическом факультете, поэтому у меня с детства пошло так, что я тоже должен учиться, потому что у нас была у обоих такая тяга к экономическим наукам. Я хочу отдельно рассказать историю про то, как я сдавал вступительный экзамен, мое первое знакомство с Абхазским государственным университетом. Мое первое знакомство было таковым, как неким таким культурным шоком, потому что я всегда знал то, что ну, есть АГУ и АГУ. Но когда я сюда приехал, тот уровень знаний здешних преподавателей, то, насколько они квалифицированы и знают, насколько они разбираются в своих предметах, для меня, ну, меня ввело некий такой шок. Я хочу вот сразу ответить на вопрос, почему ну, подавляющее большинство... Твой русский абсолютно не отличается от русского сухумчан, вот как будто ты вырос в этом городе. Спасибо, но я вырос в Гале. Хочу сказать мое мнение насчет того, что многие не поступают в АГУ. Просто у выпускников АГУ у них нет до конца такого представления, что их здесь ждет. Ну, они слышат, есть АГУ, да, есть АГУ, там преподает, там есть разные факультеты, но они до конца не осведомлены. Если бы вот к выпускникам приходили вот в школы, там им проводили бы экскурсии по разным факультетам, и они более были осведомлены о том, как здесь идет здешняя студенческая жизнь, я уверен, что желающих сюда поступить было бы намного лучше. Я всегда с детства хотела работать в школе. Мы с сестрой сидели, играли, я всегда была учителем, и вот я всегда хотела стать учителем. И вот потом уже в 10 классе я решила, что я поступлю на исторический факультет. Но что на меня повлияло, так это мой отец, тоже историк, он многое мне рассказывал, и я знаю, ну, меня заинтересовал этот предмет, и я решила, что я поступлю на исторический факультет, и придя сюда, я абсолютно не пожалела, потому что у меня прекрасные преподаватели, у меня прекрасные друзья, с которых я очень люблю и уважаю. Я с 5 класса решила поступать на иностранные языки, но мое решение поменялось еще в 10 классе, когда нас забрали в Гале, и к нам приехали лекторы из Абхазского госуниверситета, и они стали объяснять, как здесь учиться надо, как примут нас. И все объяснили, и в итоге я решила, именно мне понравилось вот биологический факультет, и в этом большую роль также сыграли наши преподаватели Получается, школьные. биологи, которые проводили профориентационную работу, они были более убедительными, чем все остальные, которые к вам приехали. Преподаватели тоже сыграли большую роль на мое как бы предложение, изменение.
Вот, и я решила, что поступлю на биогеографический факультет. И домой я приехала, вот говорю родителям, все, я поступаю на биологическом, и они не стали меня отговаривать. Я с детства решила поступать на биологический факультет, и в итоге в 10-11 классе я занимался с биологией и химией. А дополнительно занимались, да, у репетиторов? И мне вообще этот факультет мне очень нравился с детства. Я решила поступать на биологический факультет. Мари, вы на филфаке, правда же? Да, филологический факультет. Апсуа, филология пталы. Я школ корчу. Я, Апсуа бізша, епсуа, машкол корч, ярбан курсу бахто? Акты. Акты курс, служил бы налога за цара, да. Я решила, абхазский язык, я пока думала в 11 классе, хотела поступить всегда. Говорю, об этом родители как бы не знали, но я в 2021 году говорю, что я хочу поступить на филологический абхазский. Я решила, и родители поддержали меня, они отреагировали вовсе нормально. Я пришла на собеседование, все, здесь было главное писать, уметь читать, вот. Все это было отлично, и поэтому мне здесь понравилось с первых же дней, и поэтому, вообще со школьного времени всегда интересовалась владеть абхазским языком. Пока что я не могу сказать, что я совершенство могу говорить на абхазском языке, но со временем могу сказать, что улучшится. А почему так получилось, что ты вот захотела как раз-таки вот абхазский вот учить и еще преподавать в школе? Вот ты проходила в школе абхазской, да? Да. А кто преподавал? Может, преподаватель был интересный, хороший и так далее? Вот откуда? Почему именно решила? Потому что вот в школе сталкиваемся, галльские дети сталкиваются с обучением абхазского языка, так как дома у нас никто не знает абхазский язык. Да. Детям трудно, поэтому мне было интересно, почему бы и нет. Я часто занималась тоже у репетиторов 3 года или 2 года абхазским языком, и поэтому после этого решила. Мазейда – слово молодежи. Как происходило ваше поступление? Вот у кого есть какая-то интересная история в 2 словах? Когда я уже поступал, у нас, как девушка вот здесь отметила, у нас было собеседование. Арт-рызыки сырцевца, селекторца, и табу бидудзены раз фарстаху без банзерурт. Бризахан мишвасва, условия создавали для обучения по абхазскому языку нормальные, никто особо так, как вы отметили, жестких таких экзаменов не было особо. То есть никто не стал отталкивать, наоборот, наоборот, пытались... навстречу пошли, это очень отрадно, это очень приятно было. Я помню, как я сдавал вступительные экзамены, и хочу сказать то, что в принципе все те знания, которые мы получали в школе, мне было достаточно для того, чтобы поступить в Абхазский государственный университет. Я уже знал то, что я буду поступать на экономический факультет, я сам дополнительно еще разбирался в этой теме, и отношение преподавателей было очень лояльным, да, никто не заваливал ничего, наоборот, была огромная поддержка с их стороны, потому что, в первые вступительные экзамены мы, конечно же, нервничали еще. Там профилирующий предмет, наверное, математика, и тяжело математику сдавать. Только поддержка и огромная любовь от них исходила, и я не жалею, что поступил сюда. Я тогда помню, как я сказал маме, почему всего 4 года, почему еще больше нет, потому что та отдача, которая идет от лекторов, которые здесь работают, она колоссальная. Я уверен, что люди просто в Галле, они просто не осведомлены. Я больше чем уверен, я даю голову на отсечение, то, что если бы они были осведомлены, как я сейчас осведомлен о Богу, то
процент поступающих сюда был бы гораздо более выше. Поступила в Абхазский государственный университет по университетской олимпиаде. И я хочу сказать, что преподаватели у нас очень справедливые, и они к нам относятся прекрасно просто. И я их очень уважаю, и нас они вообще не выделяют. И они относятся к нам так, как ко всем. И это мне очень нравится. У нас очень справедливые преподаватели. Мазейда, Ачар Ража. Понятно, что вы не иностранные студенты, да, вот надо так понимать. Надеюсь, что вы себя иностранными студентами не ощущаете. Ну, посмотрим, в конце передачи у нас может сложиться какое-то впечатление. Просто я понимаю, что в тех странах, где есть иностранные студенты, там специально их ведут и так далее, там совершенно другое отношение. Здесь понятно, что другое. И вот кто вам помогал? Вот интересно, как это происходило? Были какие-то трудности? Первый день, вот как не началась учеба, а в первый день, когда нас привели знакомить, совсем было очень страшно, потому что я боялась, какая-то будет реакция со стороны будущих однокурсников, то, что я могу не понравиться. Элементарно это не значит, то, что из-за того, что я с Галского района. Просто мы никто пока никого не знаем, и это было страшно. Но меня так встретили, как будто мы знакомы были лет 100. Все обняли, поцеловали. Как ты, кто ты, что ты. И на самом деле я со своим однокурсником, мы 10 минут общались, за 10 минут мы так подружились, что к нам заходила Тогда девочка. еще пандемии не было, потому что обняться, поцеловаться... У нас было все. Мы все делали, в масках, но делали. К нам заходила девочка 4-го курса. Мы-то думали, что вы ограничительные меры соблюдали. Ну, уже нет их. Замечательно, хорошо. За 10 минут мы так подружились, то, что вели себя так, нам говорили: о, тихо, тихо, вы так себя ведете, мы на 4-м курсе так себя не ведем. Мы на самом деле так дружественные, стали друг с другом общаться. Никакой какой-то стены того, что мы будем враждовать, или ничего такого не было. Просто сразу какая-то добрая атмосфера сложилась у нас. От человека это зависит. Вот мне очень симпатизирует этот человек в плане его коммуникации, как он с людьми общался, добротой прям веяло. Еще мы впоследствии знаем, что мы родственники, что прабабушка Агрба еще. У кого? У нее. Да. Поэтому я... Одни родственники вокруг. Да, Агрбовцы, да. Я вот слушаю, я, честно, очень рад. Мне интересно, это своего рода познание. Для меня шаг во что-то, в изучение что-то нового. Я историк, сам тоже исторический факультет, и мне интересно это знать историю. И поистине люди, которые проходят такой путь, тоже очень интересно это знать. Особенно, вот я имя забыл, извиняюсь, поразился то, что абхазский учат в неабхазских Для того, школах. чтобы потом преподавать абхазский язык. Для меня, на самом деле, это очень школах, поразительно, да. это я очень огромным уважением к этому питаю. Я честно рад, что мы отныне сегодня он твой можем, друг. И я хочу быть всем здесь другом. Поэтому, опять же, очень рад. И я, опять же, скажу, что человек, огромную роль играет именно человек, какой он и что он преподносит. Это еще один друг Дариджа. Группа поддержки. Да, я тоже не с Кальского района. И вопрос был, как мы приняли Дариджан, когда только поступали. Но, наверное, вы помните, я пришел только ко 2-му семестру. И наоборот, Дариджан была тем человеком, который влила меня в коллектив, одним из тех людей. И помимо Дариджан у нас с Кальского, с прибрежных районов Кали есть еще люди, и что Дариджан, что они, ну, все я мои хочу друзья. сказать, что вот я, правда, я хочу, чтобы все было очень честно, абсолютно не слащаво, вот как было. То есть настороженности никакой вот не было, но вот с Гальского района, где столько лет орудовали диверсанты, и столько проблем у нас было и так далее. С этим очень многие ассоциируют же. Вот. Это вы, конечно, так говорите, но это все мои друзья, я не могу против них что-то плохое сказать. Как бы. Не, плохое не надо говорить. Да. То есть общение очень легко начиналось, может быть, потому что она сама по себе очень общительный человек. Я считаю, что у каждого человека, вот, когда он поступает, когда он вливается в новый коллектив, у каждого есть свои комплексы, есть свои страхи, примут ли они меня таким, какая я есть, или не отгородятся ли от меня люди. И у меня такие страхи были, если честно.
Вот мы с ней однокурсницы, и мы вот в первые дни мы держались вот за руки, вместе держались, чтобы не было таких моментов. Но в итоге наши однокурсницы, наши друзья так тепло приняли нас, что не было вот такого ощущения, будто мы вот не отсюда родом, а из Галлии. Не было такого ощущения, настолько они хорошо нас приняли. Вот и мы тоже влились в коллектив. Но все равно вначале боялись, если за ручку держались и ходили. Сначала да, а вот потом уже привыкли. Со школы забирали на тренинги, и это почти каждый год так происходило, и на этих тренингах присутствовали молодые со всех районов Абхазии. И абхазы, у нас с ними, там же была не только я с нашей школы, но и другие девочки тоже, и мы нашли сразу же общий язык, мы всегда с ними дружили, и вот с 8 класса у меня был с ними контакт, и я вообще не переживала насчет того, что я приду в Абхазский государственный университет, и, может быть, мой курс меня не примет, или я не смогу с ними подружиться. Нет. И так и случилось. Я поступила. Я сразу же нашла контакт, вступила в контакт с однокурсниками, и мы очень подружились. Мазейда – слово молодежи. Здесь как себя ощущали на первом курсе, как вы сейчас себя ощущаете, вот эти изменения серьезные вы чувствуете? Я вспоминаю, каким я был на первом курсе, и, конечно же, у меня были некоторые опасения по этому поводу, но хочу сказать то, что эта ситуация, она более такая утрированная. Вот есть Галлия, есть вся остальная Абхазия, но чтобы было такое прям разделение, типа ты из Галлии, а вот мы из столицы, такого, конечно же, не было. И я держал в голове у себя то, что я на первом курсе, я впервые в Абхазском университете, и все остальные чувствуют себя так же, как и я, потому что нам предстояло потом познакомиться друг с другом и как-то дальше сотрудничать, и все это произошло очень быстро, и очень быстро влился в коллектив. Значит, мне очень нравится учиться в Абхазском государственном университете. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность профессорско-педагогическому составу Абхазского государственного университета за предоставленную возможность получить... Да, и ты на биологическом? Да. На биологическом. Получить высшее профессиональное образование, которое в дальнейшем, значит, даст возможность, значит, достичь амбициозных целей. Мазейда – Ачар Ража. Как вы здесь, вот оказавшись, сразу начали переключаться вот на русский язык? Или же... Русский язык — это в каком-то смысле для меня более родной, потому что я с детства на нем говорила, проблем не было. Мне стало более интересно изучать абхазский язык, потому что в школе я не получала в каком-то смысле достаточного знания в абхазском языке, и пришла, зная только шишибзе, больше ничего я не знала, и табуб, все. Но благодаря друзьям, я их просила, говорите со мной на абхазском. В школе абхазский преподавался? Да, да? Преподавался, но не для разговорного, а мы изучали абхазские произведения в оригинале, и мы просто заучивали их, мы не изучали абхазский язык, это нельзя назвать обучением. Мы просто заучивали какие-то слова и что-то начинали говорить. Какие-то стихи? Стихи, да, вот, заучил, рассказал, все забыл. Ничего это не дало нам в абхазском языке, по крайней мере мне. А вот понимать, я на самом деле уже понимаю абхазский, я могу спокойно слушать абхазскую речь и понимать, о чем говорят, благодаря тому, что я вот здесь просила друзей, говорите со мной на абхазском, чтобы я как-то начинала говорить, понимать. И сейчас я тоже стараюсь, но у меня с большим акцентом получается говорить на абхазском, но никогда мне не говорят, ты с акцентом говоришь. Но в понимании языка произошли вот да, какие-то я изменения? начала понимать абхазскую речь, спокойно даже вот на передачах говорят на абхазском языке, я все понимаю и отвечаю на русском. Со временем Значит, языковая среда, если она даже не такая чистая, тем не менее, конечно, дает какие-то знания. Да, получается больше, чем школа дает в таком случае. Да, быть именно в абхазской среде очень помогает, потому что там никаких знаний я не получила. Все знания по абхазскому языку я получила именно в Сухуми.
Какие трудности вот в изучении абхазского языка? Трудностями есть, сталкиваюсь, например, на всех лекциях. Не можно же все слова понимать, но благодаря моих друзей, моих лекторов я спрашиваю. Лексику псыфила и цома. Псыфила. Лексику псыфила и цома. Но не все там... Есть определенные лекции, которые не идут не все на абхазском, но есть, которые в основном идут на абхазском. Я понимаю, что они говорят, в контакте с моими друзьями тоже. Я говорю, что говорите со мной на абхазском, потому что я так буду лучше запоминать все слова. Если я что-то... Они, наоборот, наверное, думают, что тебе легче будет с ними на русском говорить и переходят на русский язык. Они на абхазском тоже говорят со мной и на русском, но в основном они, когда говорят на абхазском, если я что-то не понимаю, я спрашиваю это слово, что означает вот, и благодаря им еще я, здесь не... Год, конечно же, учусь, я 3 года, почти 4 года я здесь живу, и я понимаю. Очень интересно будет через годы, через какие-то годы там вот пройдут, и на тебя посмотреть или тебя послушать, это будет очень интересно. Мы будем за тобой наблюдать. Я тоже уверена, что заговорил хорошо, совершенственно на абхазском языке, и это моя цель. Как сказала Дариджан, меня тоже окружал абхазский язык в школе с детства, но, к сожалению, я не могу на нем говорить, не могу на нем изъясняться. И про Гальский район хочу сказать, что это некая такая особая среда. Там есть и местный язык, в который вовлечены дети с детства, и им они владеют, конечно же. Ты меня опережаешь, и поэтому давай вместе с тобой перейдем дальше. Ты соведущий мой, дальше идем. Значит, смотри, вот как раз-таки я хотела задать такой вопрос. Вот скажите, какую роль в вашей жизни играет мигрельский язык? Да, у нас основной язык общения — это мигрельский. В семье я говорю на мигрельском. Вот даже когда я приезжаю в Галис, Дариджан, мы говорим исключительно на мигрельском. В этом нет никакой проблемы. И я хочу сказать то, что для детей, да, с детства, если они не погружены в эту среду, в абхазскую, если у них в семье никто не говорит на абхазском, то те вот 6-8 часов, которые они тратят только в школе на эту зубрежку, вот, они просто вызубривают перевод абхазского текста. Скажи, ты учился в русской школе? Да, я учился. Ты учился в русской школе. Дома с родителями говоришь на мингрельском языке. Да. Скажите, а грузинскому языку ты учился? Нет. Не учился? Нет. Но вот что касается абхазского языка, это очень сложный вопрос. Его надо проработать детально. Вот с корнем надо брать систему и реформировать настолько, чтобы она имела хоть какие-то результаты уже для следующего поколения, потому что сейчас мне изучать абхазский язык это очень сложно. Вот Дариджан сказала, что она на слух понимает, а вот я даже этого не могу добиться, и очень жалею о том, что в детстве я тогда еще не понимал важность этого языка здесь. Я когда пренебрежительно к нему относился, выучил текст, выучил стих, стал его и забыл. Вот интересно, а вы вот как и ты в какой школе учился? Откуда ты знаешь грузинский язык? Я вообще-то в Гальской второй школе учился. Этот парень, где учился, это первая школа, выходит, русская школа. Ну, конечно, там один предмет, то есть там 2 предмета. Грузинский язык, литература. Но там это не то, что, допустим, вот обучение ведется на грузинском языке. Нет, непонятно. Просто на пособие вот предмета они преподают грузинский язык, еще на абхазский язык тоже, конечно. И вот уже как бы с грузинским языком там пришлось сталкиваться с грузинским языком, с изучением как раз, потому что, как предмет нам обучали. Я в совершенстве владею, да. Мазейда – слово молодежи. Вот хочется спросить и хочется получить честный ответ на такой вот вопрос. Ваша идентичность. Кем вы себя ощущаете? Я думаю, что можно об этом говорить честно, и всем все будет понятно. Например, Ника, кем ты себя ощущаешь в плане идентичности? Думал над этим вопросом?
Я считаю себя, вот я учусь в Абхазском государственном университете, и да, мы дома разговариваем на мингрельском, в школе мы только на русском разговаривали, а уже за пределами школы мы уже начинали на мингрельском разговаривать. И я чувствую себя, вот я учусь на историческом, и, конечно же, мы касаемся темы вот традиций, обычаи абхазов, и когда нам рассказывают, я сижу и думаю, сколько всего, вот у нас, да, я беру свой дом, то, что мы соблюдаем, традиции, обычаи, очень много всего совпадает. Я родилась здесь, я выросла здесь, мой прадедушка жил здесь, дедушка, мои родители. И я считаю, Абхазия — это моя страна. Я чувствую себя частью этого народа, я чувствую себя частью этой культуры. Ну, наверное... Но жваневцы, ведь абхазы тоже есть. Есть какая-то связь. О предках своих что-нибудь знаешь? Или они мигрельцы, в общем-то? Они мигрельцы, да. Они мигрельцы. Ну, это честно. Да. Хорошо, спасибо. Кто дальше? Я метистка. Ты у нас славянка почти. Кстати, славянского во мне ничего, но у меня мама мигрелка, отец абхаз, и я принадлежу к двум этим народам. Я не знаю, как себя идентифицировать, потому что я и то, и то. То есть я соблюдаю традиции мигрельского народа, то есть у нас есть свои традиции, и стараюсь соблюдать традиции абхазского. То есть в семье я в основном говорим на мигрельском и русском, отец иногда на абхазском, но в основном это... У меня нету одной национальности. Я шучу вот с Нартом, то, что моя абхазская сторона, мигрельская сторона, с какой будешь разговаривать. То есть... Ну какие мигрельские женщины сильные, слушайте, в Гальском районе. Абхазы, которые там живут, они все перешли на мигрельский язык. Абхазский язык знают, но детям своим не пытаются это давать. Вот странно очень. Нам преподаватель рассказывает, то, что мать является, так сказать, зачинщиком языка. Кто по национальности мать, на том языке ребенок будет говорить. Так что, наверное, из-за этого, потому что все у нас мамы, видимо, мигрелки. на жвана, я псацобуе, ну... Уарау хышпоубо, сапсуб хаубхедзома. Сапсуб сгодурала и сон и стаги. Годуралы ухат. Шапсуб здоровый, да. Стурахла губаса обаха, ну, бревиза так глаза шаму бехет бия. Документы ума, паспорт умума. Мама паспорт мекена самадзам изм газаста паспорт. Ай, апсух, шапсуз, хо документ умадзам. Мама, ну, сыжла шакусаргод нас около Брагала района, на бревиза, ну, важила на хейлок, разаган би апсух азахсу. Ну, там можно восстановить. Убрила чуете яйцо и шапсучек ургаларца захана. Вы винески випшукса и наркана. Шукса цует, что убрила чуете. Нас обрюхнева, вахаева и вархой, шапсучек саргутану. Ну, комиссия шпас. А закон я удзом хавархума. Резбот, да, комиссия лахулат собра, ну, президент ихнейху, а комиссия, ну, избару базара. Нас шукса сбери чума. А я усолоб. Не созрела над этим вопросом. Ты не знаешь еще, да, кем ты себя вот осознаешь. Да, то есть пока вы не можете ответить на этот вопрос. Мазейда, Ачар Ража. Будущее свое вы связываете все же с Абхазией или пока еще не знаете? Мой отец здесь работает, в Абхазии. Мой дедушка в Абхазии жил, работал. Я тоже учусь в Абхазском государственном университете. Я хочу работать учителем в школе. И, конечно же, я свое будущее вижу в Абхазии. Я хочу... В своем районе, в Гальском районе? Да, в своем районе. И я хочу передавать детям те знания в школе, которые мне передают мои преподаватели в университете. Какую историю больше хочешь преподавать? Ну, историю Абхазии, историю России. Ну, так как я специализируюсь по истории России, то тоже... И нас всегда хочу отметить то, что в школе нас всегда воспитывали в духе патриотизма. Вот это я хочу отметить однозначно, я честно говорю. А кто вам преподавал в школе историю, кто вас воспитывал в патриотическом духе? Жваня Бесалом Минверович, это мой отец. Он тоже учился в Абхазском государственном университете, он является директором школы.
Так, он наше будущее видит в Абхазии. Скажи, вот преподавание истории Абхазии, вот объективная вот история Абхазии в Гальском районе, на что это может повлиять? Что это даст детям, молодому поколению, которое там растет? То, что, значит, они будут знать правду, это будет влиять, конечно, куда они пойдут поступать, что они будут изучать. И я знаю, многие не поступают в Абхазский государственный университет. У всех разные причины. Например, я знаю одну из причин, по которым многие не поступают, это то, что они вот не могут оплатить за учебу. Вы скажите, вы не бюджетники, вы обучаетесь на платной основе? Я поступила по Олимпиаде, и поэтому я на бесплатном учусь. Но есть дети, которые учатся на платной основе. Среди вас есть кто на бюджете, кто не платит? Дариджан не платит, Акаки не платит, вы не платите. Здесь, получается, никто не платит. Да? Давид тоже не платит. В общем, в будущем я буду жить в Абхазии. То есть после окончания бакалавриата собираюсь преподавать биологию и химию в родной в деревне, значит, это Окхум. И вот такие планы. Сейчас я однозначно решил то, что я буду жить в Абхазии, потому что я считаю так, Богом нам дана очень красивая земля, очень красивая природа, все условия для комфортной жизни здесь есть. Конечно же, у меня в планах есть сначала поездить по миру, по Европе, потому что в будущем надо детям что-то рассказывать, что я где-то был. Ради детей, чтобы было чего им рассказывать, да, ты хочешь по миру поездить. Это да, почему мотив бы и интересный нет. очень. Да. У меня один товарищ, который говорил, я помню, он такой очень с большим юмором и так далее, и он рассказывал, говорит, вы знаете, говорит, когда я учился во 2 классе и писал диктант, о чем я думал, говорит, если у меня будут ошибки, как потом эту тетрадь я покажу своим детям. Да, ты почти то же самое повторил сегодня. Да, мы живем в прекрасной стране, в Абхазии, но есть много других интересных мест, которые, хотя бы раз в жизни там надо побывать. Но вот в зрелые свои годы я вижу себя в Абхазии, я вижу себя почему-то в Агу, я хочу посвятить свою жизнь вот более такой просветительской деятельности. Наверное, я больше буду углубляться в экономические науки и буду, наверное... скорее всего, я сейчас думаю в том направлении, что я буду преподавать. Я свое будущее связываю только с Абхазией, хотя у меня было очень много возможностей, даже меня летом приглашали в МГУ, но я наотрез отказывалась. Мне здесь хорошо, здесь в Абхазии. Я здесь хочу выйти замуж, хочу, чтобы мои дети здесь росли. Мне пророчат хорошее будущее в исторических науках, но пока я говорю, что закончу бакалавриат, я пойду работать в школу в Галский район, пока не знаю в какую школу, но в Галский район. Все патриоты своих школ, все хотят в школу, по крайней мере, сейчас так говорите. Потому что мало преподавателей, очень мало преподавателей, особенно в деревнях. Как будто какая-то гуманитарная миссия вот у вас, вы понимаете, что вот надо это сделать, и вы собираетесь. Да, обязательно, потому что мы должны, если мы не будем развивать будущее поколение, если не будет учителей, что останется от нас? Да. Насчет будущего, я как бы собираюсь жить здесь, потому что здесь, во-первых, мои все предки, начиная с прадедушки, с дедушки, они все здесь жили. Есть родовое село в Гальском районе, которое у нас там... А какое село родовое ваше? У нас он сейчас относится к Ачамчирскому району, как называется? Уже Шишеледи называется. Да. Бабушка, она с Беди была, то есть дед там жил. И вот там как бы, где мое родовое село, там даже школу открыли. Бабушка, которая Хахубия, да? Да, она замуж туда вышла. Бабушка, которая молодец. Я думаю, благодаря этой бабушке ты говоришь на абхазском языке и выбрал вот такую профессию. Ларел Бзуроб. Ларел Бзуроб. Бывают мудрые женщины. Очень так хорошо. Что одно то, что меня радует, уже там как бы, когда я в школе учился, там школы не было тогда.
Вот, и мы сейчас временно в Гали проживаем. Но сейчас школу уже открыли в Ачигбарах, то есть сопредельное село, там недалеко. Думаю, там буду преподавать абхазский. Ну, молодцы ребята. А то многие ребята, кого не спросишь, все думают, что всем надо попасть в парламент, а вы хотите пойти в школу и воспитывать детей. Это хорошо. Вижу свое будущее здесь, в Абхазии. Я тоже собираюсь вот некоторое время, не скажу, что вот до конца постоянно, но некоторое время я тоже хочу преподавать в школе, испытать себя в роли учителя и попытаться передать детям те знания, которых я получила именно здесь. И, ну, особенно вот хочу отметить то, что я не планирую вот все время работать в школе, я хочу выйти из-за границы вот Абхазии тоже. В каком смысле за пределы Абхазии? Вот что вот, чем будете заниматься? Хотели вот бы? В плане учебы я имею в виду. Вот из-за границы Абхазии тоже. Вот в России у меня родственники там, я там, ну, зовут там учиться. Вот я хочу попытаться вот... Продолжить обучение хотелось бы в России, да? Марита спрашивает, а документы? И тогда напрашивается вопрос, какие у вас документы, кстати говоря, на основании каких документов вы поступили? Слышу, в у многих есть такое желание пойти за границу. Они говорят, что хотят продолжить учиться, кто-то попутешествовать хочет, но у нас нет документов. И... Ну а какой документ у вас есть? На основании чего вас взяли в Абхазский университет? Меня лично взяли, у меня тогда была форма номер 9. Ага, а сейчас что есть? Сейчас у меня ничего нет, потому что форму номер 9 уже отменили. Вид на жительство, сказать честно, я не делаю, потому что я, как я уже говорила, мой прадедушка жил в Абхазии, мой дедушка, мои родители, все они здесь работали. Я чувствую себя частью этого народа, частью культуры, и я не хочу... То есть вы принципиально это не делаете, да? Мазейда – слово молодежи. Я понимаю, что в наше время не у всех родителей есть возможность дать детям высшее образование. Эта проблема существует для всей Абхазии, но мне интересно, насколько она остра и актуальна вот для вас, например, да? Как раз мы касались темы паспортизации Гальского района. Вот это тоже в экономическом смысле это на наш район тоже как бы влияет, потому что, допустим, были люди раньше, которые свои сельскохозяйственные продукты, у них была возможность выносить там за границу, допустим, в Россию что-то продавать, ну, не по той цене, которую там перекупщики, допустим, покупают, но как бы на ПСО продавать продукты своего. Но сейчас уже вот этот вопрос, как бы вот этот вопрос паспортизации, он и в экономическом смысле влияет на население Гальского района. Но там надо отметить, что большинство там физическим трудом занимается. И образованных людей там есть, конечно, но не особо. Я бы хотел, чтобы побольше было бы желающих студентов, чтобы они сюда поступили, образование получали. Но как раз вот такой вот вопрос. Ну, такая ситуация там не особо такая. У тебя какое ощущение? 8 лет ты занимаешься этим вопросом, и ты не можешь восстановить свою национальность, да? Вот и у тебя есть ощущение, что тебя отталкивают? Ну, не сказал бы, но надо, по моему мнению, надо вот это существующее законодательство это как-то усовершенствовать, думаю, в этом плане. Вот, допустим, хотя бы, которые сюда поступают, молодежь, которые так или иначе хотят связать свою жизнь с Абхазией, да, допустим, они сюда поступают, это то, что они сюда поступают, это уже, не скажу, что повод, чтобы дать им гражданство, но они как бы уже решили то, что они свою жизнь связывают с Абхазией, они строят здесь свою жизнь, как бы надо им в этом вопросе помогать. Кстати, на передачу не пришли, должны были прийти ребята, вот, брат и сестра Чачба из Гальского района у нас учатся. Да. Вот Кицбая тоже, Колбая, вот ребята, которые должны были прийти. Мне вообще было интересно, что они думают, но
Я не знаю, они все сослались на то, что там какие-то обстоятельства семейные, у кого-то с транспортом проблемы, добраться не может и так далее, поэтому их сегодня не оказалось на этой передаче. У меня мама работает, отец на пенсии, но в первый курс меня полностью мама содержала. С лета я начала сама работать, так как понимаю, что родителям трудно. А летом чем ты занималась? Летом я работала, вот, туристы были, в ресторане работала. Где? В Пицунде. Ну ты вообще уже интегрировалась полностью, да. Я вижу. Ну да. А сейчас я подрабатываю, работаю в некоторых организациях, которые... А у тебя какой документ есть, чтобы устроиться на работу и так далее? Что? Это без документов принимают, неправительственная организация. А у меня сейчас была 9-я форма, но сейчас нет, я сдала на вид на жительство, но пока не пришло. Ну, ты говорила, что папа абхаз, но у него есть документ о том, что... Мой отец имеет гражданство, все, но мне уже 20 лет, и мне не дали гражданство. Поэтому мне надо всю процедуру проходить. У меня немного другая ситуация, да. А так я сама зарабатываю, чем могу, помогаю, чтобы маме было не так трудно. Стараюсь, так сказать. Слава богу, учусь отлично, и платить за учебу мне не надо. А вот стипендию куда тебе присылают? Карточка есть у тебя? Нет, карточки у меня нету, но деканат сделал так, чтобы зачисляли преподавателю, и он мне наличными дает мою стипендию. А если у тебя был бы вид на жительство, ты могла бы эти деньги... По вид на жительство тоже не дают. Карточку не дают, да? Не дают, это только точно? Гражданам, да. Мазейда, Ачар Ража. Ну, вот такой вопрос немножко скользкий. Какие грузинские каналы вот у вас показывают и вы смотрите? Хорошо, а что вы смотрите тогда по телевизору? Что вы смотрите? Гал-ТВ? Да, смотрите. Абхазское телевидение показывает у вас? Честно. Вот скажите, у кого не показывает дома абхазское телевидение? Абхазское телевидение и Абаза ТВ показывают только в городе, а в селах его вообще невозможно словить в каком-то смысле, и показывают только Гал ТВ. А грузинские каналы в селах показывают? Да, они ловят. Да, они работают, и в большинстве какие-то есть специальные там антенны, какая-то приставка и так далее, или просто так вот? Нет, обычные антенны, то есть которыми туда и туда ловят, то есть здесь нету каких-то специальных, ну, по крайней мере, я не знаю таких. Возможно, есть. Например, если российский канал словить, тогда надо покупать специальную тарелку и приставку, чтобы Ну, это словить, интересно да. же, дома, когда семья собирается, сейчас я понимаю, что все там в телефоне, наверное, да, и так далее, но все равно старшее поколение ведь тоже есть, и дома всегда вот телевизор, который как-то создает уют, и семья собирается у телевизора. Что вы включаете, какой канал? Насчет телевидения могу сказать, что вот, например, грузинские каналы, они со спутника показывают. Молодежь, на самом деле, они больше всего в Ютубе что-то смотрят. Не то, что там телевизор смотреть. Я понимаю, что телевизор, он в семье есть, его надо включать, его надо смотреть, но такой возможности, чтобы абхазское телевидение, допустим, спутника к нам приходило, вещание, такого нету, к сожалению. А оказывается, то, что надо приобретать, я тоже не знал, на самом деле, то, что есть какая-то приставка, которую надо. Хорошо. Вот интернет у вас есть? Интернет есть. Интернет есть. А через интернет, вот онлайн? У меня, да, потому что у меня, допустим, я здесь на филологическом учусь, мне надо на абхазском что-то слушать по-любому, чтобы абхазский... Ты подписан на абхазское телевидение, на наш сайт? Я, честно говорю, уже не помню, я не часто туда захожу. Туда и мой брат заходит, у нас общий компьютер, мой брат заходит, я захожу. Мазейда, слово молодежи. О чем мечтаете вы? У каждого, наверное, есть какая-то мечта. Это получить гражданство и получить абхазский паспорт. А так все можно сделать, так как я хочу жить в Абхазии, я свое будущее вижу в Абхазии, меня все устраивает. Единственное, что я хочу, чтобы я получила гражданство. Вот это, можно сказать, что это моя мечта уже. Мечта, так сказать, определенной мечты нет, но вот я соглашусь с ней. Насчет не политизируйте тему, вы же не может быть, чтобы у молодых не было мечты. Да, есть. Мечта то, что
как сказать, быть учителем в своей школе, работать там, это и остается мечтой, преподавать абхазский язык. Вот. Но это не можно сказать мечтой, потому что будет все-таки, да. Я хочу вот поездить по разным странам, и вот в будущем хочу заниматься научной деятельностью именно в Абхазском государственном университете. Потому что я говорил в начале программы, еще расскажу, то та аура, то влияние, которое на меня оказывали здешние преподаватели, оно бесценно для меня, и я хочу вот в дальнейшем иметь возможность оказывать такое же влияние на подрастающее поколение. Не знаю, можно ли назвать это мечтой, но я стремлюсь к тому, чтобы быть полезной к обществу и нести свой вклад в развитие общества. Моя мечта — это то, что стать учителем, преподавателем биологии и химии. Хорошо, детям повезло. Тут мечтатели, как земские доктора, все хотят пойти в деревню. Это очень хорошо. Если на самом деле это и есть мечта, я понимаю, что еще есть мечты, о которых обычно вслух не говорят, да? А мечта, скорее всего, более какая-то фантастическая, но я постараюсь. Интеграция именно гальской молодежи в абхазское общество. Я уже работаю над этим, я стараюсь вывозить детей вот благодаря организациям в разные районы, чтобы они учились культуре. Потому что мы с древних времен знаем, что есть Бзыбская и Абжуйская Абхазия, которые очень разные. И как-то, чтобы не было этих границ, как-то... Не очень они разные, я бы не сказала. Ну, да. Не знаю. Не разные, чуть-чуть. Ну, скорее, да, вот, чтобы была интеграция, больше здесь оставались дети, чтобы они развивали свою страну, а не уходили куда-то. Вот. Развитие своего государства. Вот. Да, то есть, чтобы Самурзаканская Абхазия тоже была вот такой же, да, вот плотной, скажем, частью вот своего общего тела, своей страны, то есть Абхазии. Или это я говорю, ты не то хотел сказать? Нет, вы все правильно говорите. Правильно говорю? Да, я с вами не буду спорить. Нет, на самом деле вы все правильно говорите. То есть мы должны развиваться, свой район должны развивать, во-первых. Во-вторых, мы должны сотрудничать с другими районами. Почему мы как-то отделяемся, это как-то неправильно. То есть мы-то учимся. Пусть взрослые подумают об этом, если взрослые вы думаете уже... Их не переучить, мы молодежь должны сейчас дружить, общаться. Ну да, но ответственность на старших, да, это верно. Хорошо, правильно, все понимаю тебя. Насчет мечты, что могу сказать? Вот здесь, как парень отметил, мечты меняются, как бы, да. Но я бы хотел вот насчет Гальского района сказать, что вот этот, как бы, как вам сказать, вот, мечтать иметь паспорт, гражданство, это для меня, как вам сказать, и так должны иметь, думаю, потому что раз... Но это стало мечтой. Да, стало мечтой, почему-то, ну, это политический вопрос. Моей мечтой является то, что стать специалистом, о которой будет гордиться наш народ. На передачу вот пришли ребята, вот друзья Дариджан, ее одногруппники, однокурсники, с которыми она очень дружит. Они обычно вообще бывают в моей передаче, и они очень активные, но сегодня мы не позволили им быть активными, да, потому что мы дали вам возможность рассказать о себе, что получилось, мы потом посмотрим. Мне интересно, вот они слушали вас, и на что они больше обратили внимание, вот какие выводы сделали для себя, вот что-нибудь для себя новое открыли или... Услышав тематику, которая у нас будет, я заинтересовался этим вопросом, и также некоторых людей узнавал, которые с этого района, какие проблемы, что вот особенно вас преследует. И сейчас то, что я услышал, я своего рода вижу дорогу, и люди пытаются эту дорогу преодолеть, и на их пути встречаются преграды. И эти преграды вот я хочу тоже поддержать. Мечтой стало то, что, казалось бы, и не должно быть. Люди здесь живут с рождения и считают себя тоже исконно гражданинами этой страны. И поэтому с этими проблемами нужно работать. Я надеюсь, что в дальнейшем будут изменения. И также я сегодня интересовался, насколько я знаю, 19 школ, вроде, да, и из них 18 русских, как мне сказали, одна грузинская. Имеет грузинский язык. Вот на образование мне особенно, вот, что смутило, именно образование, какой упор дается. Мне уже сказали, интересовался насчет учебы, как абхазский проходит, как другие языки. И
абхазский, он проходит в таком же формате, с одной стороны, как и у нас, изучаем рассказы, писать и так далее, но это им тяжело все равно, более разговорной речи если То есть управлять. по такой методике они не научатся языку, ты это хочешь тяжело. сказать. Вот я говорю скорее мнение не свое, а как я разговаривал, то, что я для себя узнал и услышал. И опять же, это все интересно. Я надеюсь, что в дальнейшем будут только хорошие плюсы будут и всего добьются. Спасибо, Амир. Давай, Нарт. На самом деле, я долгое время прожил в Очимчире, так что некоторые проблемы Гальского района и гальцев мне были знакомы и до этого, так как очень часто к нам приезжали туристы с Гала, и не странно, и многие моменты и взаимоотношения нашего местного, очимчирского населения с Галом мне понятны, и понятны вообще проблемы Гала во многом. Вот как мы еще знаем с уроков обществознания, все сферы в жизни, они взаимосвязаны. Вот такой вот момент, что люди по факту абхазской национальности не могут получить не то, что паспорт, они восстановить свою национальность. Да, не могут восстановить свою национальность. Это проблема не только общественная, это и политическая. Ну, я уже был на одной из передач, когда мы говорили о нашем парламенте. Это еще одна проблема нашего парламента. Хотя, обратно же, этих людей мы сами избираем. Очень многие люди, в том числе и политики в первую очередь, да, где бы это ни происходило, на любой площадке, когда мы говорим о Гальском районе, все говорят о необходимости интеграции. Но очень мало людей, которые делают какие-то конкретные действия для того, чтобы эта интеграция происходила. И мне сегодня вот показалось, что вот когда с вами познакомилась, пообщалась, и вы так тепло рассказывали об университете, и я понимаю, что не все вы мне могли рассказать, это тоже понимаю, но в то же время, да, у меня сложилось такое впечатление, что университет играет большую интегрирующую роль в этом плане. И с этой точки зрения, я думаю, что наша коммуникация сегодня была интересна. Конечно, некоторая такая зажатость была, но я понимаю вас, в принципе, это было ожидаемо. До начала записи передачи сегодня уже была какая-то суета вокруг нас, когда узнали о теме нашего общения. Я абсолютно не планировала провести с вами политическую программу, потому что в этом проекте «Мазейда» с молодежью, со студентами очень политизированные какие-то обсуждения. Я не хочу, я это могу сделать в другом формате. Вот поэтому. Но тем не менее, да, и вот немножко перед передачей, честно говоря, настроение было подпорчено, но мне кажется, что у нас неплохо получилось. Вы не провалили программу нашу. Это была Мазейда, наш энергетический экспромт. Я надеюсь, что вы теперь больше будете смотреть и абхазское телевидение, и название передачи, надеюсь, вы запомнили. Как же называется наша передача? Мазейда. Мазейда. Давайте прощаться. Спасибо большое и удачи вам.